Имеет ли право управлять транспортным средством должник с суммой любого штрафа более 10 тысяч рублей? Может ли судебный пристав-исполнитель изъять водительские права у должника? В конце ноября президент России подписал федеральный закон номер 340 о внесении изменений в федеральный закон об исполнительном производстве и в иные законы изменений. Что это такое? Какие права появятся с 15 января 2016 года у судебных приставов? Данный федеральный закон ввел понятие как временное ограничение у должника, имеющегося у него специального права на управление транспортным средством. Каким транспортным средством? Значит, в понятие транспортное средство у нас входят и автомобили, это воздушный, морской транспорт, это мотоциклы, мопеды и иное. Что это значит? Это значит, что начиная с той даты, которую я вам сейчас сказала, судебный пристав-исполнитель вправе либо по заявлению взыскателя, либо по собственной инициативе вынести постановление о временном ограничении специального права должника как раз на управление транспортным средством. В категорию исполнительных производств, в отношении которых судебный пристав-исполнитель может вынести данное постановление, в первую очередь входит категория исполнительных документов по алиментным обязательствам. Это там, где долг превышает 10 тысяч рублей. Это исполнительные документы, где предметом исполнения является возмещение вреда, моральный вред, вред, причиненный преступлением и так далее. И также исполнительные производства по административным штрафам. То есть если у должника имеется в отношении него возбужденное исполнительное производство по административным штрафам и сумма превышает 10 тысяч рублей, то такой должник, тоже в отношении этого должника также может быть вынесено постановление о его временном ограничении специального права управления транспортным средством. Скажем так, что изъятие водительских прав само по себе не предполагается. Предполагается, что будет вынесено постановление о временном ограничении специального права. Данные о вынесении в отношении того или иного должника будут направляться в органы ГИБДД. Они будут владеть этой информацией. Предположим, ситуация такая, что должник, в отношении которого имеется данное постановление, он едет на автомобиле. Его останавливают сотрудники ГИБДД и выясняют, что он не имеет права сейчас управлять данным транспортным средством. Значит, в отношении него будет составлен протокол об административном правонарушении, и санкция будет предусматривать, обязательная работа, либо уже лишение именно водительских прав на срок до 1 года. Само по себе изъятие водительских прав судебный пристав-исполнитель не осуществляет. Период, на который будет распространяться действие этого ограничения до полного погашения должником задолженности своей, то есть исполнения тех требований, которые прописаны в исполнительном документе. Как только он погасил имеющуюся задолженность, он обязан предъявить нам документ, свидетельствующий о погашении долга в отдел судебных приставов, и на основании этого будет вынесено постановление о снятии с него данного вида ограничения.